Сотни электроопор и 500 000 тонн металлоконструкций. На Верхней Монне строят новый энергокомплекс. Он обеспечит все объекты месторождения энергии. Напомним, уже в этом году там планируют начать промышленную алмазодобычу. А пока возводят всю необходимую инфраструктуру. Ирина Балкова продолжит тему. 8 километров труб и почти 500 000 тонн металлоконструкций. Это, можно сказать, энергетическое сердце всего Верхнемонского месторождения. На энергокомплексе работы не останавливаются ни на минуту. Здесь буквально на днях завершается монтаж новой котельной. Состоит она из блок-модулей, которые были собраны в цехе города Екатеринбург и привезены сюда, и составлены вместе, и состыкованы коммуникации. Состоит она из 4 котлов, которые имеют мощность 3 мегаватта каждый и суммарная мощность 12 мегаватт общая котельной. Объект уникальной новой котельной сможет работать сразу на нескольких видах топлива – дизельном, нефти и даже на отработанном масле. Не работает еще основная автономная дизельная станция. Для того, чтобы запустить котельную, мы предусмотрели поставку сюда 2-мегаваттных дизельных станций, которые обеспечат нам до пуска основного объекта запуск котельной и автономного подачи электроэнергии на все вспомогательные объекты для ее работы. Электричество отсюда будет подаваться на все объекты месторождения. Для этого пришлось установить 900 электроопор. Еще 200 смонтируют в ближайшее время. Строители торопятся, ведь сейчас работать им приходится в болотистых местностях. Там, куда в приближающийся паводок даже на технике не подобраться. При монтаже сейчас пока трудностей нет. У нас стоит задача закончить монтаж всех опор это до наступления паводкового периода, к чему мы стремимся. Весна у нас нынче быстрая получается. Должны успеть. Строители заверяют, что будут готовы подать электроэнергию на объекты уже в июне текущего года. Дороги и технологические проезды будут полностью освещены, ведь с 1 октября на месторождении начнут промышленную добычу алмазов. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».